Салям, дуслар. Давайте сегодня послушаем. Я в тот день что-то слышал, но не понимал. Давайте вот сегодня прям подробно послушаем одну дичь какую-то насчет узбека. Ну, это Алиф ТВ грузит, короче. Будем слушать, короче. Ну, вы можете посмотреть сами, что говорится. Вопиющий случай произошел в России, в то время как одни активно занимаются мигрантофобией и исламофобией, в результате чего происходит убийство школьников-мигрантов на национальной почве, другие, принудительно отбирая детей в нарушении всех законов и установленных норм, занимаются так называемым усыновлением, впоследствии чего меняют их вероисповедание и нарекают другими именами. Именно так и произошло с маленьким Аброром из узбекской семьи, которая жила в Саратове. После пожара в доме, где проживала узбекская семья, отца 7 детей Рустама Курбонова депортировали в апреле минувшего года, а светлолицего Аброра, который, видимо, приглянулся священнику из Татарстана Даниилу Щербакову и его супруге, просто забрали. Всего за 5 дней они оформили так называемое усыновление. Мы взяли тогда под опеку только мальчика Перевалова Аброра Рустамовича, так его звали по документам. Его мать была, когда мы его брали только под опеку, вот в этот период была ограничена в правах. Потом ее я подала иск о лишении в родительских правах по рекомендации местной опеки. Ну, можно сказать, я ее лишила прав. Коротко о предыстории этого вопиющего случая. После того, как полностью сгорел дом в Саратове, беременная близнецами мать Аброра Анастасия Перевалова, оказавшаяся в тяжелой ситуации, вынуждена была переехать со всеми детьми к своей матери в коммуналку. Проблемы начались после того, как женщина обратилась к местным властям за помощью. Вместо помощи органы опеки на основании плохих жилищных условий несовершеннолетних детей забрали от матери в интернат, находящийся примерно в 200 километрах от Саратова. Спустя короткое время ее лишили родительских прав из-за того, что находящаяся на последних месяцах беременности женщина редко навещала своих детей в учреждении, якобы не интересовалась их судьбой, материально не поддерживала. Судебные повестки о том, что состоится заседание по вопросу лишения родительских прав на младших детей, отправляли на адрес сгоревшего дома, из-за чего Анастасия даже не знала о суде. А после рождения детей опека отобрала мальчиков-близнецов прямо в роддоме. Ей дали подписать бумагу о плохих бытовых условиях, уверяя, что благодаря этому документу смогут добиться для семейства жилья и вернут матери всех детей. Но никакой помощи оказано не было. Более того, руководство интерната сразу же после помещения в него детей подало на алименты. За 2 года сумма алиментных выплат превысила 2 миллиона рублей, платить их было нечем. Ее даже пытались отправить на поселение, но благодаря вмешательству правозащитников этого удалось избежать. Детей начали забирать в приемные семьи. Они оказались в разных местах. 4 старших несовершеннолетних детей находятся в приюте в городе Вольск. 2 взяты под опеку в семью из Дагестана, а младшего Аброра забрал тот самый священник, проживающий в городе Чистополе, что в Татарстане. Анастасия Перевалова официально обращалась с просьбой приостановить процесс, но ее обращения не были приняты во внимание. Бабушка Аброра по закону имела право стать его опекуном, но органы опеки ей этого даже не предложили. Аброра нарекли именем Елисей и объявили о его крещении. Просто В итоге дурдом. Аброр Рустамович стал Елисеем Данииловичем Щербаковым. Это стало своего рода вызовом для мусульманской общественности и всего узбекского народа. Мы, Переваловы, просим вас помочь. Помочь восстановить нашу семью. Вернуть наших братьев. Первого брата Аброра из Татарстана и 2 близнецов из Дагестана. Нас, в общем, 7 человек, 7 братьев. Вот так вам. Короче, полный трэш. Kelib, на самом деле, kelib, meni ham hayotim yaxshi emas. No, kelib, otasi tirik bo'lib turib, bolalari diddomga tushgandan keyin это полный ебанизм, блядь. O'zbekistonga вообще nima bo'lyapti? 37 million bo'lib turib, mana yerda qilib qo'ygan bolalarni bittasi ham haligi nima qilmaydimi sizlarda? Men tushunmayapman. Haligi priznovat qilmayapsizlarmi? Men o'shanda hayronman. Mana meni bolalarim bor, men priznovat qilaman. Alhamdulillah. Ajraganman. Faqat xotinlar menga ularni ko'rsatmaydi. Meni o'zim o'shanaqa bir problemam bor. Menga bermaydi. Men opekaga gapirganman, boshqa qilganman. Opekadagilar aytgan onasi bor, bo'ldi yashayapti degan.
Sizlarnikini tirik onasi и tirik otasi bo'yicha olib qo'yyapti. Bu что за хуйня, блядь? Bu pizdец, блядь, degani bu. До такой степени haligi ilojisini topmadinglarmi shu bolalarni qandaydir O'zbekistonga olib ketish uchun? O'zbekistonda men o'ylaymanki, diddomda yashamas edi. Qurib ketibdi mana shu Rustamni qarindosh urug'lari. Bittasiga qaytarsa bo'lmas edimi? 7 ta bolani qilib qo'yib, 7 ta bolani qilib qo'yib, blядь, ashunga javob berish kerak. Naxuy sen shtampovat qilasan u bolalarni? Qilasan, blядь, javob bera olmaganingdan keyin. Unaqa, blядь, naxuy bolalarni tuda-suda shivariat qilishdan. Mana meni problemim bolalarimni topa olmayapman. O'zimga olib kelib olardim. Topolmayapman bittasini, ikkinchisini bilaman qayerdaligini. Unisi tushunarli. Sizlarda bila turib nimaga berib yuborganinglarni qaranglar, biladi. Diddom, opeka, qanday u shunaqa bo'lyapti? Получается, значит, u xotin неблагополучный bo'lgan, наверное. Какой-нибудь ебанутый xotin bo'lgan u. Buni onalari. O'shunga u shunaqa tushgan u. Нормальный bo'lsa tushmas edi. И keyin rastaskali по всему миру, как говорится. Dog'istonga tushibdi, u Kazanga ketibdi u bolalar. Вопиющий случай произошел в России, в то время как одни активно занимаются мигрантофобией и исламофобией, в результате чего происходит убийство школьников мигрантов на Тупойский телефон тупит. Это из той серии получается, как 700 тысяч детей эти твари украли, короче, с Украины. И распределяет их тоже по детдомам, по семьям, херней страдают, чтобы из них сделать узкожопых. От украинцев сделать узкожопых. А теперь от узбека хотят сделать какого-то манкурта. Я считаю, что mana shu ming aytaman, mana shu davlatni boshliqlari dalboyo'q bo'lgandan keyin mana shunaqa sarsonda yuradi. O'zbekni bolalari ham, boshqani ham bolalari mana shunaqa davlatlarni almashtirish kerak, prezidentlarini ham shu dappalarni yo'qotish kerak naxoy. Bittasidan hali reaksiya ko'rganim yo'q, eshitganim yo'q. Mana buni Alif TV reaksiya qilyapti. Qani o'zbeklarni nimasi? Boshlig'i Mirziyoyev qani? Jallab naxoy. Nimaga u javob bermayapti? Bu вообще полный трэш, блядь, naxoy. Har kuni bir narsa eshitaman, блядь, amigasizga. O'zbekistondan urushga borishdi, haligi esinglarda bo'lsa загружать qilganman. O'tirishibdi TikTokda ha hi. Bu hozir endi bolani крестить qilishgan. Вы что, вернулись, блядь, нахуй в Казанское ханство, что ли? Как Казань крестили? Хотите сейчас, блядь, пол Узбекистан, чтобы крестанули? Bitta bolani eplolmagandan keyin, блядь. 7 ta bolalik семьяда bitta bolani крестанули. Это же пиздец, блядь. Куда нахуй мир катится, блядь? Вообще o'zbeklar tominglar ketyaptimi? Yo'q, bilmayman. Sizlarning ustinglardan bir kontrol yo'q, блядь. U yerda sikaverasizlar, bu yerda sikaverasizlar. Bolangni sikkaningdan keyin javob ber naxoy. Putinga javob ber, блядь. U yerda sikasan, bu yerda sikasan, bolalaring unda, bunda, блядь. 7 tani ham qilami, блядь. Javob bermaganingdan keyin. Dalba yo'qlar. Zayiba qilishdi mana shunaqa. Keyin aytishadi, bizni o'zbeklarni uyattirishadi. Uyattiradi-da, блядь. Mana shunaqa qo'taqasha ish qilgandan keyin, блядь. Давайте, короче, надо, блядь, уже хватит уже хуйнёй страдать, блядь. Men haligi birovlarni gapiramiz, o'zimizni ko'rmaymiz ekan. Mana o'zimizda ham, блядь, mana shunaqa gibanlar bor ekan, блядь. Это пиздец, это позор, нахуй, я вам скажу, блядь.